Самое высокое научное звание «академик» присвоено еще одному ученому Коми. Шестым по счету академиком в нашем регионе стал Александр Васильевич Кучин. Больше 20 лет он являлся членом-корреспондентом РАН. Теперь Коми научный центр может с гордостью говорить об еще одной академической школе – химической школе Кучина. Следом за легендарными первым директором Образцовым, геологом Юшкиным, химиком Оводовым, физиологом Рощевским и минералогом Асхабовым в республике активно поддерживают фундаментальные научные традиции. Виктория Палкина продолжит. Я был приглашен сюда для развития химических наук, и в 90-м году я летом, вот в это же время примерно, приехал, и это здание уже достраивалось, оно еще не было закончено, поэтому здесь еще продолжались строительные работы. Вот. Ну и примерно 2 года этот процесс продолжался. Нужно было не только само строительство закончить, но и оборудовать соответственно. Так зарождалась академическая школа Кучина. Молодой химик из Уфы приехал работать тогда еще в отдел химии, коми-филиала Академии наук. В 1995-м был создан Институт химии. Сегодня в лабораториях института проводятся фундаментальные исследования в области органической и неорганической химии, материаловедения, разрабатываются наукоемкие инновационные технологии производства новых материалов с использованием растительного сырья и минеральных ресурсов нашей республики. Приехав сюда в 90-м году, я просто не обнаружил ни одной публикации в даже не то, что там в высокорейтинговых журналах, просто в тех журналах российских и публикаций практически не было. Но были сборники, были тезисы и всякое такое. Сегодня я могу с гордостью сказать, что институт вырос, и есть замечательные кадры, и молодые. Мы довольно много принимаем в аспирантуру. И уже, так сказать, созревшие и опытные люди. Вот, поэтому замечательный коллектив. И все же основным направлением для команды Александра Васильевича является лесохимия. Так, за свои разработки академик Кучин получил почетное звание «Заслуженный изобретатель». Автор более 900 научных работ, 147 авторских свидетельств и патентов. К примеру, известная Верва сегодня помогает нашим аграриям. Работают химики и над лекарствами. Препараты от сердечно-сосудистых заболеваний успешно прошли доклинические испытания. А вот выйти на новый уровень клинических испытаний мешают рыночные отношения, которые сегодня сложились в современной науке. Для того, чтобы это довести до населения, нужно вложить очень большие деньги. Просто вот получить разрешение для выпуска БАДа, это надо десятки миллионов рублей вложить. И сколько денег, и сколько времени. Вот. Ну где те люди, которые заинтересуются и будут вкладывать деньги? Везде деньги. Здесь ничего нового я не открываю. Любое, так сказать, продвижение препарата, это нужно вкладывать. Еще одно сегодня немного расстраивает академика Кучина – отношение обычных людей к его любимой химии. Хемофобия. Есть такая болезнь, все химическое – это значит все плохое. Большей глупости я просто не знаю. То есть все, что нас окружает, вообще мы сами просто большой химический реактор, где происходят миллиарды там, и триллионы химических реакций ежесекундно. А потому Александр Васильевич готов до последнего отстаивать звание химии как науки о жизни. Именно для жизни он будет работать дальше, помогать аспирантам вместе с коллегами изобретать новые соединения, поддерживать высокий научный статус родного института. Виктория Палкина, Олег Юшков, телеканал Юрган.